Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для весов. Любовь, отношения. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Сначала посмотрим для тех, кто в поиске партнера. Теперь те, кто в ссоре. Те, кто расстается. Те, кто только начал встречаться, это кто долго встречается. Те, кто живут вместе, но не в браке, а это в браке. Добавим карт из колоды цыганской. Итак, те, кто в поиске партнера, выпадает карта трансформации. Замечательное время для того, чтобы прекратить свое одиночество. То есть эта карта просто так не приходит. Если одиночество уходит, то навсегда, да, то есть действительно какие-то серьезные изменения, так как это расклад у нас на любовь, на отношения, то именно отношений это и касается. Посмотрим, что же у вас тут будет происходить. У вас какие-то завышенные требования были к партнеру, да, может быть, раньше вы так выбирали, очень много требовали от своего партнера. Вот сейчас нужно будет изменить свой взгляд на того человека, который рядом с вами должен оказаться. Слишком уж вы хотите, чтобы он у вас был идеальный, и чтобы деньги зарабатывал, и чтобы у него должность какая-то была, чтобы его все уважали, да. Вот нужно, наверное, снизить ожидания немножко. Да, вам нужен человек старше вас, скорее всего, вы такого и встретите. Он должен быть серьезный, ответственный, да, у него должны быть цели и планы, но это не значит, что он уже этого должен добиться, да. То есть вы вместе с ним можете ко всему к этому прийти. Это человек, который, скорее всего, хороший профессионал, человек, который очень занятый, который нацелен на должность, на карьеру, да, он, возможно, там профессионал хороший, вот, но он в чувствах будет, скорее всего, такой немножко холодноватый, потому что, как бы человек такой, да. Вот, и вам, конечно, может быть, будет иногда с ним сложно, но зато это человек преданный, человек серьезный, да, вы можете на него рассчитывать, можете на него опереться. То есть нужно менять представление. Может быть, вы слишком романтичного какого-то человека рядом с собой хотите видеть, а вам вот судьба предлагает такого. Не отказывайтесь, это вам действительно на счастье человек. Теперь посмотрите, те, кто в ссоре, туз чаш. Это карта счастья, это карта самореализации, да, это карта реализации желаний наших. То есть все здесь будет хорошо. Вы сможете помириться, вы сможете договориться, чувства свои выразить, и вас партнер поймет, и вы его поймете. Здесь могут быть извинения, здесь могут быть какие-то даже, может быть, слезы, да. Но такие вот на благо, которые... В общем, смотрите, здесь, если были какие-то сложности, есть шанс помириться. Туз – это всего лишь шанс, поэтому от вас тут все зависит. Да, смотрите, у вас есть возможность проявить активность, и будет вам счастье, как говорится. Ну, смотрите, здесь даже могут ваши друзья вас помирить. Либо, может быть, какое-то мероприятие состоится, и вы там можете как-то встретиться, да, и вот сможете поговорить. В общем, в любом случае тут ваши желания исполняются. Вот, если хотите помириться, вы помиритесь. Даже ситуации складываются так, чтобы это произошло. Теперь те, кто расстается, это может быть у нас расставание как развод, а может быть просто расставание. По четверке чаш мы как-то не хотим принимать ситуацию. С одной стороны, нам кажется, что этот человек нам уже не нужен, и нам хочется побыть в одиночестве. С другой стороны, нам в одиночестве плохо, и мы все никак тут не решим, надо нам расставаться или не надо. Какое-то тут затяжное состояние, ситуация какая-то, которая слишком уже затянулась. Нужно здесь что-то решать. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Скорее всего, здесь разлад такой произошел из-за обмана, из-за предательства. Скорее всего, человек за спиной что-то у вас такое делал, что вам совершенно не понравилось, да, то есть вы очень эмоционально тут отреагировали, и с одной стороны вроде бы инициировали вот расставание, да, а с другой стороны вот думаете, правильно сделали или нет, то есть переживаете, не хотите все-таки расставания, да. Так, а что карты советуют?
Ну, карты говорят, что нужно помириться, нужно хорошенечко поговорить, расставить все точки над «и». Возможно, тут придется ставить какие-то условия, да. Возможно, здесь будет вмешиваться какой-то человек очень такой уважаемый, серьезный, да. Может быть, будет разговаривать с партнером, а может быть, здесь все-таки дойдет дело до развода, но потом, возможно, примирение. То есть, скорее всего, как бы до развода дойдет, а потом вы передумаете, захотите помириться. Да, вот смотрите, вот тут возобновление может быть чувств, возвращение партнера. Но в любом случае, да, нужно решить этот вопрос. Если было предательство, все равно человек должен прочувствовать, что, ну, как бы, чтобы не повторилась потом эта ситуация. Так, теперь те, кто недавно начал встречаться, семерка чаш. Ну, семерка чаш обычно говорит об исполнении желаний, но мы в такой эйфории находимся, что не замечаем очевидного, не замечаем каких-то черт характера в партнере, который, может быть, нам со временем не совсем понравится. Посмотрим, что тут на самом деле происходит. Так, ну на самом деле, да, этот человек немножко не такой, как мы его сейчас себе представляем. Да, он нам по судьбе, да, нам с ним, в принципе, хорошо, интересно, и он способен как-то в любой ситуации там выкрутиться, заработать. Человек очень шустрый, человек, возможно, занимается индивидуальным предпринимательством или коммерцией. Он может быть такой рискованный, да, независимый, очень удачливый, знаете, такой, может быть, в каких-то кругах знаменитый, но все-таки мы здесь его видим не таким, какой он есть на самом деле. И со временем, конечно же, это откроется. Так, насколько это вредно для нас? Это, в принципе, ничего особенного. Просто будет какое-то разочарование, но больше как раз из-за того, что мы сами себе тут что-то придумали, надумали. А так, в принципе, на отношения это особо не повлияет. Просто нужно заранее себе сказать уже, да, что я ошибаюсь. Человек не такой, то есть как-то подготовить себя, чтобы было легче. Теперь те, кто давно вместе, у нас тут королева жезлов. Скорее всего, здесь будет роль женщины очень важна в этом месяце. Скорее всего, придется как-то контролировать отношения, ситуацию в работе, может быть, зарабатывание денег. В общем, как-то здесь будет со стороны женщины энергия. Скорее всего, у вашего партнера сложное время, какая-то переменчивая ситуация, неопределенность, может быть, нет работы пока что, да, может быть, он ждет какого-то ответа от работодателя, да, чтобы вот в должность вступить. Вот, и здесь, вот, возможно, он потерял тут работу. И у вас может быть, знаете, такое состояние какой-то эмоциональной отчужденности, холодности, да, и вот нужно вовремя спохватиться, да, иначе вот отношения могут перейти вот на такой не очень хороший уровень, да, когда один из партнеров возвышается в отношениях, он, знаете, как учитель, как обвинитель, как... В общем, в отношениях нужно восстановить такую вот такое равновесие, да, даже если сейчас какая-то сложная ситуация, но сейчас у него сложная ситуация, а вы выручаете, да, потом у вас будет сложная ситуация, когда-нибудь он будет выручать. То есть, смотрите, здесь, конечно, не нужно ну, как-то слишком в такую роль обвинителя входить для того, чтобы не испортить отношения, да. Смотрите, может быть, ваш партнер отказывается, ну как не отказывается, откладывает на неопределенный срок предложение руки и сердца, да, то есть не хочет вместе как-то жить, не хочет узаконить отношения, может быть, хочет какой-то свободы, да, и вот это вас может напрягать, и даже вы можете в такой ситуации поставить условия, да, или перед выбором поставить, либо мы как-то продолжаем дальше вместе развиваться, либо каждый сам по себе, то есть не хочешь на себя ответственность брать, значит, нечего продолжать отношения, то есть может и такой быть разговор. Теперь те, кто вместе живут, но не в браке, здесь у нас как раз выпадает рыцарь чаш, карта, которая говорит о предложении руки и сердца, о романтике. В общем, здесь у вас вообще все замечательно. Все идет к свадьбе. Да, смотрите, что у нас здесь еще может быть.
Может быть, вы очень сильно этого хотите и даже стараетесь как-то манипулировать партнером, да, то есть как-то его, ну, как бы склонять вот именно в эту сторону, да, вот для того, чтобы он сделал вам предложение. Но в этом ничего, в принципе, плохого нет. И так, дама, может быть, знаете как? Нужно, да, нужно уже какое-то решение принимать. Время пришло. Действительно, это уже, видимо, затянуты слишком ваши отношения, надо, чтобы они уже на какой-то уровень переходили. То есть слишком много здесь как бы свободы у партнера, вы боитесь, что у него там и другие варианты могут быть, и вам хочется уже, чтобы отношения были более такие определенные, да. Хотите, может быть, как-то, ну, как-то направить его, подтолкнуть к этому решению. А теперь те, кто в браке. Колесо фортуны. Ну, это просто замечательно. То есть вам вообще везет. Вы можете и поехать куда хотели. Вы можете решить какие-то вопросы с финансами и вообще какие-то вопросы, которые не двигались, да. Так, посмотрим. Ну, удача. Смотрите, и шестерка бубновая говорит об удаче. Были какие-то сложности, неопределенные ситуации. Может быть, они еще в июне и будут, да. Но все, в конце концов, решится к вашему удовольствию. Не быстро. Здесь будет промедление какое-то, но в любом случае, как бы что ни развивалось, любые даже непредвиденные ситуации, они все со счастливым концом. Так, что здесь еще у нас может быть? Вот единственное, что, смотрите, чтобы никакая женщина или никакой мужчина лишний в ваши отношения не вторгались. То есть просто не допускайте никого в ваши отношения. Решайте все только сами. Пусть от вас только все зависит, потому что здесь могут быть проблемы от третьих лиц. Особенно, знаете, когда вы решаете вопросы с деньгами, да, вот, допустим, вам кто-то помог из родителей деньгами, да, а потом они как-то начинают вас контролировать. И в этом сложность, то есть в этом проблема может быть. Вот такое ощущение, что вы сами можете свой денежный вопрос решить, как будто вам в этом месяце приходит очень много возможностей, какие-то альтернативы возникают, то ли вы какой-то посредник в делах, да. В общем, вы можете, здесь прям много, здесь возможностей у вас возникает решить самим вот эти вопросы с профессией, с деньгами и так далее. Вот старайтесь все-таки, знаете, самостоятельно эти вопросы решать, чтобы никто не вмешивался. Так вам будет лучше. И вы тоже будете чувствовать себя хозяином положения. Совет на отношения. Карта говорит о том, чтобы вы настраивались на успех, на счастье. Вы во всем абсолютно достигнете успеха и победы, за что бы вы ни взялись. То есть весам вообще очень тут везет. Кроме того, здесь, знаете, могут быть какие-то праздники, могут быть какие-то семейные торжества, да, может быть что-то связано с детьми тоже. Парки, турбазы, вот это все как бы советуется вам, да, потому что для отношений очень важно, чтобы были впечатления, чтобы была романтика, посидеть у костра вечером, посмотреть на звезды и так далее, и так далее. То есть вот это для вас очень важно. Если даже как-то вы ограничены, допустим, там в передвижении, все равно нужно находить такие варианты, которые бы, ну, все-таки романтику какую-то создавали вам в отношениях. Ну, пользуйтесь тем, что имеете сейчас. Друзья, желаю всем счастливого месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Удачи вам и взаимопонимания. Всего доброго, до новых встреч.